Туберкулез уже много лет остается инфекционным убийцей номером 1. Заразиться могут все. При кашле, чихании больные люди выделяют в воздух большое количество бактерий. Они еще надолго остаются в помещении и попадают в организм здорового человека. Инфекция передается и через предметы обихода, если пользоваться общими с больными посудой, полотенцем и прочим. О симптомах заболевания сегодня говорят в медико-технологическом колледже. Основные симптомы это кашель более 3 недель, боли в грудной клетке, потеря аппетита, потеря в весе, субфебрильная температура, ночная потливость, кровохарканье тоже запущенной формы туберкулеза считается. За поиски бактерий туберкулеза взялся немецкий ученый Роберт Кох. 24 марта 1882 года на заседании Общества врачей в Берлине он сообщил об открытии возбудителя туберкулеза, который прозвали палочкой Коха. Перед тем, как увидеть наконец-то таинственного возбудителя, Кох отсмотрел 270 препаратов. Результат был получен, но предстояло изучить, как именно возбудитель попадает в организм. Для этого Коху необходимо было вырастить культуру бактерий, но на традиционных питательных средах они не росли. Потом стало ясно, что для размножения палочки Коха необходима живая среда, живой организм. Есть 3 основных мероприятия для выявления туберкулеза. Это флюорографическое обследование, анализ мокроты на микробактерии туберкулеза и диагностика проб МАНТУ и Диаскин-тест. Доктор медицинских наук Якуб Имагожев говорит, что увеличились и случаи выявления запущенных форм инфекции. Есть 2 причины. Первая – миф, что больные туберкулезом безнадежные. Вторая же – виноват пациент, который решил заняться самолечением. При проведении самолечения у пациента улучшается общее самочувствие. То есть уменьшаются симптомы интоксикации, чуть-чуть появляется аппетит, и пациент считает, что он выздоровел. А по факту болезнь у него прогрессирует, и уже пациент поступает с запущенными формами туберкулеза, которые бывает намного тяжелее вылечить, чем если бы можно было это сделать на начальных этапах. Все формы туберкулеза вызывают нарушение функций нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Как будет проходить болезнь и каков будет исход, зависит от особенностей организма. С этим опасным заболеванием можно бороться. При рождении в роддомах проводить БЦЖ, то есть прививку, для того, чтобы выработался иммунитет пациента. А затем уже это избегать стрессовых ситуаций, при каких-то проявлениях респираторных заболеваний это проходить обследование, как полагается, обращаться к врачу квалифицированному, чтобы он уже проводил обследование и назначал лечение. В рамках мероприятия был организован художественный конкурс. Студенты подготовили тематические рисунки. За них можно было проголосовать ромашкой, символом борьбы с туберкулезом. Денежный приз вручат тому, кто получит больше голосов. Один из конкурсантов – студент Умар Бадиев. В свободное время он занимается рисованием. На свою картину потратил более 5 часов, нарисовал легкие. Теперь он знает об этой болезни больше. Вообще в шоке был, конечно, то, что там с легкими происходит. Но в основном меня расстроило то, что туберкулез он идет на все тело, то есть это неопределенный орган. То есть если он, допустим, легкие заразились, а бывают еще и почки, которые тоже отвечают, за многие функции. С почек может расползтись, по всему организму. И я даже рад, что этот Коха все-таки нашел как-то решение, что ли, хотя бы увидеть, понять, что этот туберкулез, он имеется у человека. Студенты подготовили доклады, тематические видеоролики и сценки. Их работу отметила и председатель Общественного совета Министерства здравоохранения Лейла Амирханова. Такие мероприятия она посещает регулярно. Говорит, освещать подобные проблемы необходимо, чтобы повысить уровень осведомленности в обществе. Сегодня здесь было сказано, чтобы люди берегли себя, чтобы вовремя проходили флюро. И я считаю, нашему народу это очень важно. Нас и так мало. Наших отцов и дедов, эта болезнь косила, когда выселяли народ в 1944 году. И сегодня я считаю, что именно вот такие мероприятия, дни борьбы с туберкулезом, очень важно проводить. Медики напоминают, от туберкулеза в мире ежедневно умирает более 3500 человек. В республике на учете сейчас находится около 100 человек. Эта болезнь все так же опасна, поэтому за своим здоровьем надо следить. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.